Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на 11 часов дня 11 июля. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день. На настоящий момент Республика Саха-Якутия находится в режиме повышенной готовности в части новой коронавирусной инфекции. Обстановка санитарно-эпидемиологическая остается напряженной. На территории республики за прошедшие сутки у нас зарегистрировано 47 новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них 39 зарегистрировано в городе Якутске. По 2 случая зарегистрированы в нашей группе промышленных районов Мирнинском, Алданском и Мирнинском, Нерюнгринском. И по 1 случаю зарегистрировано в сельских районах в Чурапчинском и в Татинском. На что я сегодня бы хотела обратить ваше внимание? Ваше внимание я бы хотела обратить внимание на те факты, что во всех районах отрабатываются непосредственно группы контактных лиц, осуществляется их госпитализация и, соответственно, новых очагов, которые бы говорили о каких-то сложностях в этих районах, у нас нет. Еще момент, необходимо обратить внимание на то, что по итогам недели на территорию республики в разные районы приехало около уже 8,5 тысяч ребятишек, которые непосредственно у нас взяты под медицинское наблюдение. Еще раз обращаюсь к родителям. Если вы вывозите непосредственно детей в районы, то имейте в виду, что у нас медики готовы наших медицинских учреждений, соответственно, брать их под медицинское наблюдение и в течение 2 недель наблюдать. Это, во-первых, впервые у нас организовано такое в республике, и, соответственно, это позволит и вам, родителям, которые остаются вдалеке от своих детей, быть более спокойным и за детей, и за своих стариков. У нас впереди с вами суббота-воскресенье. Это, безусловно, время тогда, когда можно его спокойно провести именно с семьей и постараться не расширять круг контактов для того, чтобы, в общем-то, сам по себе вирус у нас как можно быстрее, уходил для того, чтобы как можно быстрее у нас вирус становилось на территории республики меньше. По состоянию коечного фонда на территории республики Саха-Якутия я хочу обратить внимание, что на сегодня у нас заполнено 48% коечного фонда, 50% коечного фонда свободно. В целом у нас по городу Якутска инфекционные стационары разных уровней, они находятся в 11 зданиях. И уже достаточно в народе очень многие по-разному непосредственно относятся. У нас есть инфекционный стационар на Губина, на Кулаковского, на Грессе. В самой республиканской инфекционной больнице 11 стационаров. С 15 июля, если ситуация останется прежней, мы примем решение о закрытии обсерваторов на территории города Якутска. И, соответственно, оставим только 1 обсерватор, который будет находиться в здании Якутского индустриального педагогического колледжа. Почему выбор пал на этот обсерватор? Потому что это единственное здание в городе Якутске, которое в большей степени отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поэтому впереди суббота-воскресенье. Еще раз обращаюсь, желаю всем хороших выходных и, конечно же, общения внутри уже знакомого вам круга, семейного круга лиц. И здоровья тем, кто болеет. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу с информацией на 11 часов дня 11 июля. Оставайтесь с нами.